Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях интересный художник, творческий человек и мастер Томилова Ольга Павловна. И она проведет сегодня для нас мастер-класс по традиционной кукле Изва Аконь, ижемская кукла. Ольга Павловна родилась в селе Замежное Устцилимского района Республики Коми. Сейчас она живет и работает в Сыктывкаре. Ольга Павловна занимается народной авторской куклой и игрушкой, как мы уже сказали, а кроме того, росписью по дереву. Она председатель Союза мастеров Республики Коми и член Союза художников России. У Ольги Павловны проходили многочисленные выставки как в республике, в России и за рубежом. Кроме того, у нее были персональные выставки в Сыктывкаре. Мы сейчас узнаем, где можно получить вот такое образование интересное. Как вообще вот с этим дальше жить? Расскажите, пожалуйста, где вы учились? Я училась в нашем университете. Университет там был... Факультет искусств, кафедра НХТ, народное и художественное творчество. Поэтому вот постепенно я пришла к куклам, потому что я как мастер, художник-прикладник больше. Вот. А вот постепенно, как вот, что послужило толчком, что вы пришли к изучению куклы непосредственно? И что для вас значит лично кукла? Ну, вообще в детстве я не играла в кукол. И, видимо, вот как-то до меня дошло наконец-то, что я начала в них играть. Я начала их делать, они мне стали интересны, мне доставляют удовольствие сам процесс, сделать какой-то интересный образ, воплотить какую-то свою задумку. Поэтому, наверное, то, что в детстве я не наигралась, теперь я восполняю. Я вот видела ваши работы, многие выложены фотографии работы, обратила внимание, что у многих ваших авторских кукол лица расписаны. Есть авторские куклы в стилистике народной, то есть чувствуется прямо народный. Я знаю, что у народных лица не расписывались. Да. А вот вы расписываете лица, и почему? Ну, скажем так, расписываю, когда деревянные какие-то матрешки делаю, да, либо есть, да, действительно немножечко росписи, но больше всего я обычно вышиваю. Это даже не роспись, а вышивка. Вот даже вот здесь у нас сидит такая вот у нее все вышито здесь. Можно показать, наверное, ближе вот к камере. Такая кукла замечательная. Вот она довольна, улыбается. Вообще, да, действительно, в традиционной кукле не принято обозначать глаза, потому что вот особенно на севере, в Сибири даже запрещалось изображать глаза, рот, нос, уши, потому что боялись, что таким образом может вселиться нечистая сила, там какие-то нечистые силы, и будет вредить через это. Поэтому был даже запрет. Но намного позднее, особенно когда куколка изготавливалась для игровых целей, стали уже рисовать сначала угольком, потом какими-то другими способами, вышивать стали, вот, и начали появляться уже глаза и прочее. Оживляли таким образом куколку. И мы сейчас, наверное, тоже создадим куклу, да? И в процессе она у нас будет постепенно оживать. Да. Сегодня мы сделаем такую ижемскую куколку. Называется она Аконь. Я ее про себя зову Изва Аконь. Но так как я не комиязычный человек, возможно, я немножечко там в названии не совсем верно. Но она ижемская. Ее делали там. Сейчас я ее забыла. Сейчас, секундочку, я ее покажу. Прошу
прошу прощения. Самую главную героиню сегодняшней встречи я и забыла взять. Вот она выглядит так. Очень многие мастера делают такую куколку у нас. И в Сыктывкаре есть мастера, кто делает. И вот в Печоре есть мастерица у нас Галина Юркевич. В Сыктывкаре Любовь Голобурда вот любит тоже делать таких, часто делает. Вот я тоже пришла к этому. Мне очень интересно вообще все, что на палочках, все, что связано с деревом. Вот можете посмотреть, здесь есть у меня вот такой мужичок, такой коми-охотник, добытчик на деревянных палочках. Вот есть такие вот столбушечки тоже на деревянной палочке. Вот, поэтому, да. А они всегда назывались столбушки, вот если есть в основе палочка, или как они назывались? Эти куклы? Ну, столбушка больше, она даже как основа вот эта в виде столбика, она может быть из ткани, она может быть набита чем-то, сшита. Вот, да, такое вот есть название. А еще хочется сказать, что в основном на деревянных палочках там делались на севере скруточки, такие куклы. А на юге больше были такие шитьевые, которые набивались. Тоже есть такая немножечко, исследователи вот изучают и вот вывели вот такой вот интересный момент. Ну что, приступим к нашей куколке. Она в принципе довольно простая. Здесь ничего не сшивается, здесь только все скручивается и сматывается. Главное сделать это очень туго. Интересный момент в вежемской кукле, что они издавна делали, либо оставляли чистым светлым лицо, либо наматывали цветные ряды цветных ниточек, вот как здесь. Вот мы сейчас тоже сделаем с цветными ниточками. Берем, определяемся для себя, с какого хотим начать. Ну, давайте с красненького начнем. Например, можно вы взять можете, желтого, да, допустим. вы можете другую взять. Вот я так оставляю кончик, держу пальчиками своими и оставляю немножечко вот здесь. И начинаю, и начинаем аккуратненько наматывать. И снизу вверх идет. Ну, вот чтобы вот здесь мы потом могли закрыть следующими нитями. И надо очень плотно, да? Да, друг к дружке прямо вот так ведете. А если они перекрываются друг на друга, нахлестываются? Ну, старайтесь ровненько. Старайтесь нахлесты делать сзади, где вы вот будете, определитесь, это у вас будет спинка, как бы, да? Ага, у вас очень все ровно и красиво. Да. Так что не переживайте. Сделали. Отрезали ниточку. Завязали. Я на всякий случай все перевязываю, потому что, ну, чтобы было добротно. До конца не обязательно, да, доводить? Нет, нет. Это только один, их несколько вот таких вот у нас полосочек будет. Я тут больше оставила, как визуально сделала лицо. Даже не делали так, делали вот подряд разного цвета ниточки. Вот так вот отрезаем просто и завязываем. Да. Лучше завязать, чтобы все это было крепко держалось. Так. А вот для севера особенность на столбушке, это, наверное, связано с природными материалами? Да, вот еще, кстати, хорошо, что вы об этом сказали, потому что хотела сказать, что рекомендовалось как старшими делать из березы, но еще можно было из сосны, да? Так, теперь вы сейчас завязали, уведете ниточки вниз и берем другой цвет. Я возьму вот такой голубенький. Я вот как раз красный возьму тогда. Вот, я сейчас продолжу. Вот, из березы и из сосны не рекомендовалось делать из осины. Считалось, что это дерево колдовское, и кукол нежелательно делать с него. Ну, это по поверьям. Вот. А у нас сейчас тут дерево ива.
Ага. Ива. А Ива считалась добрым? Ива нормально. Я не думаю, что к ней... Как-то она не упоминается, что что-то совсем уж там. Такие не широкие полосочки наматываем и завязываем. И каждый раз уводим их в одном месте, сзади будут. Мгм. Вот, очень хорошо все получается. Вот. Брали разные цвета таких ниточек. Могли быть и розовые, изумрудные, зелененькие. Красный цвет, конечно, обязательно. Красный вообще он цвет обережный. Так, опять увели назад ниточку. Вот у меня вот чуть-чуть тут, конечно, неровный, я край выбрала. Ну ладно, мы это платочком спрячем. Так, возьму еще бежевенький. И так примерно до края, ну как, визуально определяем, что это лицо. И до шейки предполагаемой мы будем наматывать вот эти наши полосочки. Вообще раньше учили деток делать кукол. А с какого возраста? Вообще уже с 5-6 лет они могли самых простых кукол делать сами, самостоятельно. Вот. В 10-11 они уже пряли, вышивали. А по полу было разделение? Вот. Кто делал кукол? Ну, в основном, конечно, девочки, но когда играли общие игры, могли и мальчишки присутствовать, потому что играли-то семейный уклад, изображали какие-то события, которые в семье происходят. То есть такое воспитание получалось. Таким образом взрослые поощряли, наблюдали за этим, чтобы все правильно происходило. А какие-то мальчуковые были игрушки, вот чисто мальчуковые? Ну вот про это даже я не могу точно сказать, потому что, скорее всего, это было, смотря какой возраст, опять же. В маленьком возрасте все было, наверное, и так, и для девочек, и для мальчиков. Вот. Постарше потом уже, скорее всего, они больше с папами трудились, с мужчинами. Уже в быту. Где-то уже больше, да, такие, какие-то игры были общие. Ну, с куклами, наверное, уже там они не возились, мальчики постарше, потому что готовили-то ведь все-таки добытчиков, охотников. Вот. Ну, это мое мнение. Так, ну давайте еще зелененькую добавим. Как у вас дела? Вот, и еще один сделать можно рядочек цветной ниточки. И можно будет уже дальше идти. Это будет лицо и шея, да? Да, вот мы сейчас под последним рядочком будем делать грудь. Приматывать. Тоже возьму зеленый, очень красиво, мне кажется, будет смотреться. Да. А какие использовали нитки? Нитки? В деревнях-то больше, наверное, шерсть была все-таки. Вообще, очень интересно по поводу тканей тоже, да, вот вы сейчас про нитки спросили. В разных источниках по-разному описывается. Где-то говорится, что нельзя было из старой ношеной ткани делать, да, что считалось, что это плохо для человека, если вот сделают куклу из той ткани, которую кто-то носил из близких, вплоть там до болезней и прочего. А где-то наоборот, в других источниках пишется, что делали только из новых тканей. Вот, поэтому я на самом деле думаю, что с новыми тканями, наверное, все-таки в старину было сложно. Ткань была на вес золота.
ее ткали вручную, и она, если какие-то остаточки оставались, их берегли и использовали везде, где можно. Поэтому, скорее всего, все-таки из старой ткани больше делали. Так, вы справились? Практически уже, да? Да. Практически уже довязываю. Да, лучше завязывать узелок, иначе есть опасения, что оно все развяжется. Так, теперь я сейчас посмотрю. Мы будем делать грудь. Грудь делается, можно делать синтепон, вату внутрь вкладывать. Вот мне вот нравится все-таки вот такой вот сделать скаточку из ткани. Она будет более плотная. Да, вот вам для груди кусочек. Вот. Делают еще из 2 комочков ткани. А как делается скаточка? А, вы не видели, да? Да. Просто сложите пополам. Вот так, да? Угу. И сверните ее туго-туго. Ага, так не так-то просто, оказывается. Вот. И есть у нас вот эта вот тканюшечка, это будет как имитация рубахи. Угу. Так. Так, вот так вот вкладываем посерединке. Чуть-чуть край оставить лучше, чтобы он вниз ушел. И вот с той стороны, где у нас перед, где лицо, ниточки сзади у нас зад, прикладываем под последний виточек ткани и уводим вот так вот, смотрите, туда, крест-накрест и туда. Ага. Вот здесь все так собираем аккуратненько. Берем ниточку. Любую можно, да? Ага. И обматываем. Берете вот так вот. Ну, держите. Или просто на пальчик, или просто прихватите сзади. То есть вот длинный кончик, чтобы мы потом переплеснули. Угу. Можно вперед, вот так вниз. Ага, очень хорошо. Главное, чтобы грудь была по центру лица. Располагалась. Так, и ниткой. Да, вот кончик оставьте, его завязать потом. Держите пальчиком. И с катушечки прямо мотайте. По часовой стрелочке. Как солнышко ходит. Это ведь все было ритуальное значение, наверное, даже связывания. Вот у меня уже съехало, надо чуть-чуть. И туго-туго приматываем. Ой, да, она съезжает. Вот. Можно, в принципе, еще на наискосок закрепить. Вот я в этой кукле обычно так не делаю, но для крепости почему нет? Можно сделать. В других куколках, в народных, традиционных, такой прием часто делается. Когда перекрещивается, да, ниточка? Таким образом мы ее закрепляем, и она не ездит вот так уже, да, получается? И прямо вот до конца уведите это, обмотайте, чтобы вот все. И она обматывается под грудью? Под грудью и чуть-чуть туловище вы тоже замотали. Ну, просто так покрепче будет. Находим вот эту ниточку и завязываем, которую мы оставляли. Все узелки стараемся делать сзади, чтобы у нас все уходило назад. Ну, в принципе, здесь будет нижняя юбка сарафан, еще все перекроет. Делали вообще таких куколок из лоскутков разноцветных разных. Копировали народный костюм. Чем хорошо это, которая вот функция обучающая, да, о которой мы говорили. Потому что девочки учились, как правильно нужно одевать, носить костюм, сочетать цвета. Таким образом, когда вот они делали, играли с куколкой. Так, как у вас дела?
Вот пытаюсь завязать, пока она выскальзывает, и не так-то это просто. Да. Привычки. Даже тоже. зафиксировать нитку. Ага, вы просто пальчиком так придавите. Ага, она убегает. Не, вы положите, придавите и... Давайте подержу. Спасибо, да. Ой, Она еще и не хочет. да. Еще такой способ есть петельку сделать. Ну, Ага, и да. закрепиться. Мгм. И несколько раз так. Внизу, когда у нас будет еще сверху накрутки, намотки, вот такой способ вполне даже не надо узелки вязать, можно вот таким 2-3 раза таких петелек сделать. Такие вот нюансы. Так, грудь у нас готова. Теперь у нас нижняя юбка. Так, про лоскутки рассказывала. И старались побольше сделать, навязать на куколку лоскутков, чтобы пышнее был наряд. Чтобы как Мгм. настоящее платье. Да. Так, у меня здесь что-то многое. Меряем, смотрим, вот какой у нас длины палочка получается, да, после груди. Вот, и чуть-чуть еще на заворот. Так, вот у меня вот здесь лишнее. Лишнее можно убрать, а можно не убирать. Будет пышнее. То есть вот так вот по низу меряем и Мгм. заворачиваем где-то под грудью. Да. Мы сейчас будем просто приматывать ее. А сарафан, который вот это у нас атласная ткань, мы уже будем выворотным способом делать. Я вам покажу, как это делается. Ну, такой традиционный способ делают в народной кукле, так одевают. Вот смотрите, посерединке расположили края здесь. И смотрим, чтобы не длиннее было, да? Если нужно, подтянули. Потому что она потом из-под сарафанчика будет торчать некрасиво. А надо, чтобы сарафан был вровень. Ну, вообще желательно. Но бывают такие наряды, костюмы, где видно там какие-то кружевные. Мгм. Да, но И вот не там в тогда- этом случае, потому что в вижемском костюме такого нет. Поэтому мы сделаем вровень. Ну, чтобы не видно было, не торчал. Так, расположили внахлёст. Так, вот, значит. Мгм. И вторую часть тоже. И следим, чтобы здесь оно ниже не ушло. И собираем с боков вот так вот, Ой. гармошечкой. Ага. И теперь нам нужно опять взять ниточку. Вот, оставить кончик. Держать крепко. Тут нужно следить сразу за всем. И чтобы, чтобы и края. И мне все время в таких случаях кажется, что мне хочется, чтобы у меня было больше пальчиков, больше рук, чтобы все это сделать, охватить. Такие куклы уже делали дети маленькие. Да, ну, естественно, там было попроще. Вот я немножечко, может быть, свой вариант, да. Но в любом случае нижняя юбка полагалась, ее нужно было делать. Ну, во-первых, она пышность придаст, устойчивость дополнительную, да. Вот. И я чуть-чуть ухожу вниз, увожу, чтобы сильнее у меня лучше закрепилось и ничего не... Но, опять же, кто станет повторять, предупреждаю, чтобы очень много, прям много-много не наматывали. Это визуально тоже не очень красиво. Детки иногда увлекаются и могут намотать полтуловища. А вот много в доме было вот разных кукол таких у детей? Ну, вообще вот даже доводилось до того количества, сколько членов семьи, в семье есть. И потом играли и воспроизводили то, что происходит в семье, какие-то разные праздники и какие-то еще действия. И такая ритуальная культура еще получается. Да. Но единственное, что, конечно, свадьбы играли, да, все, женились там. Ну, взрослые следили, чтобы не играли в похороны, там, не хоронили, это уже, конечно, такое.
нельзя было. Дети же все повторяют со взрослыми. Так. Очень трудно, оказывается, так сделать. Оно рассыпается. Мгм. Ничего, это первый раз. И тут нужно следить, чтобы ничего не вылезло у вас. Чтобы Ага. все вот эти вот наши Уголки. края были под ниточкой. Мгм. Так. Видите, уже у нас основа хорошая получилась. Вот. Мгм. Вот. Чем эта кукла интересна? Она без рук. Да? Такой условный образ женщины. Но имеется грудь. Да? По этому признаку мы понимаем, что перед нами женщина. А мужская кукла? Ой, мне придется заново делать, потому Мужская кукла, вот, пожалуйста. Вот. Тут уже никаких грудей, все. Но тут у нас крест в основе, да, конструкции. Тут немножечко другая, это игровая куколка, кулачник. Мгм. Он дерется. А это тоже Это вот, народное? кстати, вот для мальчиков делали. Но это уже так больше в России, в Средней России делали таких кукол. Да, это народная куколка, игровая. Традиционная, наверное, правильно сказать, да? Да. Народная. Помочь вам может. Я сейчас попробую, да, наверное, сделать. С непривычки очень тяжело, оказывается, все это собрать и держать. Но если очень постараться, то получается. Так, и, наверное, сейчас вот обматывать катушкой. Мгм. Так. Прям с катушечки. Чем хорошо с катушечки? Во-первых, мы больше можем намотать, чем если бы мы отрезали ниточку, и нам бы не хватило, да? Мгм. Вот. И мы можем натянуть хорошо и крепко намотать. Идет Ага. натяжение. И надо подтягивать, да? Да. Все замечательно. Можно Вы закреплять. справились, я вам помогу, подержу. Спасибо. Ну вот. Ага, слабенькие ниточки. Так, так. Но зато они вот в том плане, что их можно рвать, а не резать, как раньше А раньше делали, Мгм. что старались острые колющие предметы не использовать вот в таких. Это опять же было Куклах. связано с каким-то ритуальным, Да, религиозными. Да. Ну, нет, даже это не религиозно, это скорее какие-то языческие мотивы, наверное. Вот. Чтобы не навредить ребенку. Так, очень хорошо у вас, очень красивая кукла уже у вас получается. Так, теперь у нас сарафан. Вот эта вот ткань. Вот еще что хочу сказать по костюму ижемскому, да. Наверное, вы отметили, что здесь, в принципе, ситцевая какая-то простая хлопковая ткань пошла только на нижнюю юбку. А так в костюме ижемском атлас используется, парча, шелк. И даже в кукле это использовалось. Ну да, как? Надо же повторить. Ну, естественно, эта одежда, она более праздничная, нарядная, и вот из таких более дорогих тканей шилась. Но повседневные они, конечно, были попроще. А здесь теперь выворотный способ показываю. Берем вот этот наш кусочек. Вот смотрите, у нас здесь уже готова есть край бахромушечка. Мы ее оставим вниз. Мгм. Вот, выворачиваем лицевой стороной, накладываем на лицо кукле, на голову. Вот так вот, значит, да? Да. Здесь под грудью сейчас пальчиком отмерим и посмотрим, какой длины, сколько нам загнуть. Мгм. По краю деревяшечки посмотрим. Так. А нижняя юбка не должна выглядывать, да? Нет, нежелательно. Так. Теперь мы померили, снова отвернули. Вот мы уже знаем где. Потом можно чуть-чуть подтянуть. Мгм. Вот. Теперь так же, как мы делали нижнюю юбку, только мы выворотным способом накладываем края нахлест сюда, с одной стороны и с другой стороны. И здесь выравниваем вот эти края. Ровненько смотрим, чтобы они у нас были. И с боков
Вот мы по центру сделали, да, Нахлёст постарались. лучше на спине, наверное, да, чтобы... Конечно, да. Мгм. И желательно, чтобы он хорошо ткани друг за дружку заходили, видите, да? Ага. Мы же ничего не шьем, вот, поэтому нужны вот эти нахлесты, чтобы не расходилась юбка. Мгм. Вот. Теперь мы сделаем сарафан, тоже по краям соберем, присборим вот так вот. Тоже сложно, хочется еще какую-то дополнительную руку. Так, нахлёст. И перематываем прям под грудкой. И точно так же, получается, Да. делаем складочками, Да, только да. как Мгм. будто бы сейчас пока вниз головой. Да. А вот вы в своей работе, в авторской кукле, она же все-таки отличается от народной? Какие-то элементы народные используете ведь? Да, очень часто, потому что мне очень нравится. Я все время восхищаюсь, как люди придумали столько способов, как можно скрутить, свернуть ткань, что все это очень просто делалось. И мне очень нравится, я часто использую. Но единственное, что я иногда подшиваю для крепости, когда что-то там придумываю, уже немножечко свое. Вообще многие мастера используют такие способы традиционных и сочетают разные виды, из разных кукол какие-то моменты. Тоже интересная вещь получается. Так что, если вот вообще очень много разных способов существует, я постоянно что-то новенькое узнаю. Вот эти вот куколки у меня, видите, здесь стоят. Я их делала, когда была самоизоляция у нас. Ага. Все мы были в онлайне где-то, что-то делали. Вот, и я по мастер-классу нашего мастера Евгении Сурниной сделала вот такую парочку. И тоже вот такой интересный момент, как ручки она скрепляет, да, видите, вот как интересно. Вот. И мне очень понравился этот способ. Так что век живи, век учись, познавай. Вот сейчас у меня юбка видна, и я сейчас немножечко, мы ее отвернем. Ой, так, все, убежала. Спасибо. Так. Сейчас надо ее завернуть. Сейчас, да, попробую. Давайте я Держать? сверну. Так. Вот потом мы ее отвернули, и вот у нас уже, видите, как осталось только подтянуть. И она пышная за счет этого. Так, вы немножечко не так. Сейчас еще раз показываю. Выворотным способом лицевая сторона накладывается. Все ниточки вниз уберем. Где у нас спина-то? Вот здесь. Так, накладываем. Померили. Даже еще больше. Потом, если что, поправим. Так. Где-то у нас грудь. Завернули сюда. Да что такое? Завернули сюда. Сюда внахлёст. Такой хороший нахлёст, чтобы юбка не расходилась. Здесь их соединили ровненько. И присборили. И присборили. Держим крепко. Ага. Если что-то у нас где-то вышло, мы потом подтянем. Чувствуем, где у нас грудь. Что-то не чувствую. Куда-то далеко спустилась. Сейчас, наверное, далеко спустилась. Вот еще сложно с этими тканями, потому что они скользкие. Да? Это с ситцем хорошо работать. С какими-то хлопковыми тканюшечками, да. Где там у нас? Опять уехал. Что-то много заворот-то получился. Сейчас посмотрим. Не слишком туго делаю, чтобы можно было подвигать еще. Вот. Завязываем. Как держим пальчиком, наступаем, да? Перекручиваем, затягиваем. Опять наступаем, перекручиваем. Это вот детям хорошо показывать, потому что они и зубами, и чем только не помогают себе.
Ну, вот 2-3 узелочка, лучше 3. Обрезаем ниточку не впритык, а чуть-чуть вот подальше, чтобы узелок не разошелся. Теперь открываем, вернее отворачиваем вниз. Так, чуть-чуть уехала. Вот, и теперь начинаем уже формировать наши складочки, подтягивать. Я же говорю, что-то я грудь не чувствую. И вот так можно развернуть снова и подтянуть. В том месте, где у вас коротковато. Там можно подправить, Да, развернули, чуть-чуть подтянули и опять проверили. Я сейчас тоже буду свою проверять. Что-то у меня тут нижняя юбочка торчит. Сейчас мы все поправим. Ровненько сделаем. Потом мы еще будем поясок вязать и дополнительно закрепим нашу юбочку, чтобы она не ездила. Сейчас мы не очень туго изнутри завязали, чтобы двигать. Так. Вы в своих куклах тоже стараетесь следовать вот как вот тканям, да, принципу ткани? Да, ну, подражаю. На костюм, да. Ну, смотря какая цель, смотря что я делаю. Если я хочу конкретную куклу какого-то района сделать, ну, действительно, там обязательно нужно поизучать, какой костюм носили, кто. Опять же важно, кто перед нами, какую куклу мы делаем, девушку или женщину, или пожилую женщину, да, бабушку. Потому что в народном костюме такие были... Социальный статус. Да, такие правила, что по цвету, да, например, молодым позволительно было носить яркие какие-то одежду из ярких тканей, да, а женщина в пожилом возрасте уже носила более темную. Это было как уместно и правильно. Вот. Так, еще тут чуть-чуть. Как у вас? Нормально? Все замечательно. Теперь давайте мы сразу поясочек подвяжем. Вот я сплела заранее поясочки. Берите, какой вам нравится. А это как простая косичка, да, идет? Да, это, по-моему, просто косичкой. Можно, если нет поясочка, можно ленточку или подходящую тесемочку найти. То вообще лучше, конечно, сделать все как подобает. Ну и по краешку сарафана, заодно мы его сейчас чуть-чуть уводим, да, туда. Так, закрепляем, видите? Получается... Просто по талии, под грудкой, но чуть-чуть... по сарафану. Да, чуть-чуть по юбке. сарафану, да. А вышивки использовались какие-то в игрушечных вот костюмах, платьях кукол? На самом деле, вот, это же обучающий был момент, да, вот эти игры. Я думаю, что взрослые поощряли, и девочки, они учились, и вполне возможно, что и вышивали. И это поощрялось, они таким образом учились рукоделием. И вышивали, и вязали, и, я думаю, все делали. Так, вот поясочек у нас завязан. Теперь мы сделаем последний штрих. А нет, простите меня, пожалуйста, я забыла про фарточек. Вот. А он поверх, он под да, поясок, не да? завязывайте. Ага. Ой, голова садовая. Фарточек тоже выворотным способом. Ага, то есть вы также тоже Да, накладываете? посмотрите, где какой край вам хочется вниз. Ну, наверное, я вот этот вот. Накладываем, держим пальчиком, опускаем, смотрим. Он должен быть короче. Ага. Вот примерно вот какой-то такой уровень. Опять берем ниточку и начинаем обматывать. Вот, и мы заодно вот это вот все стянем. А потом сверху поясочком прикроем эту нашу обмотку. Вот видите, да? Да. Так.
А до Так, скольки потуже. лет играли в кукол? Ну, если учитывать то, что где-то в 10-11 они уже начинали полноценно что-то делать, прясть и шить и вышивать, а в более старшем возрасте уже там, не знаю, с 14 лет, наверное, уже рубахи шили и, ну, так работали. Наверное, играли-то играли. Просто сколько у них времени было. Все-таки раньше в крестьянских семьях не А поясок, все работали, как-то старались. а поясок он проходит под фартуком и завязывается сбоку, или вот он как-то поверху еще проходит? Нет, надо было ниточкой. А, ниточкой он Ага, потом. ага, Мгм. поясочек сверху. Мы им все прикроем. Все наши перемотки, обмотки Ага. мы закроем, чтобы у нас все было То красиво. есть под ниточкой Вот, также смотрите, да? обматываем. Видите? Вот эти вот мы можем специально еще убрать ниточки, чтобы у нас такая бахромушечка была. Вот, в ижевском костюме нашивали на сарафан, на фартук еще кружева, полосу кружевную такую пускали. Можно, если есть кружавчики или какие-то там у взрослых женщин такие черные были кружева, ну разные там под цвет подбирали. Можно пришить при желании. Так, подержать? Я сейчас попробую, наверное. Ага, спасибо. Ага. Очень скользкое немного. Мгм. Ну, для первого раза можно попробовать из простых тканей, не из таких, которые непослушные, попроще. Особенно если ребенок делает, ему можно ситцевые какие-то, с ними легче. А вот с детьми Всё, какие а теперь чаще всего поясочек. делаются куклы? Самые простые, вот, куватки, какие-то вот на основе крестовин, такие вот, когда вкладывается ручки в тело. Вот видите, мы вот так Масленки, наверное. закрываем, да, вот этот. А, то есть поверх по ниточке оно идет, Мгм. да? Вот. Да. Мы таким образом сейчас закроем. Туго-туго. И на 2 узелочка. У женщины поясочек обычно с правой стороны завязывался, у мужчины с левой. Мгм. Вы себя представьте Да. и повернитесь. Я такая Вот, все если время, вправо, когда то думаю, вправо, да. так, где же там поясок должен быть? А у мужчины слева. Да. А если мы делаем подростка, девочку какую-то маленькую, костюм, например, фартучек, передничек вообще можно не делать, в принципе, не носили. Вот. А взрослым женщинам уже фартук нужно. Ну, опять же, все зависит от того костюма, как выглядел, как носили. Вот с этой стороны. Ага. Здесь. Наоборот, она здесь, да, Да-да-да. получается. Мгм. Вот, поэтому, чтобы делать такую куклу, нужно интересоваться, изучать. Вот. Хорошо, конечно, когда это все есть на глазах, где-то человек живет там, в сельской местности, видит, как это все носится, Мгм. одевается, тогда легче. А городским немножко посложнее, вот, поэтому нужно, наверное, проводить подобные мастер-классы. Для изучения даже Да, культуры, да, собственно. для изучения, и потом это мелкая моторика. С детьми это делать, это очень полезно. Попробуйте так все связать, да, Да. обмотать. Так, очень хорошо. Теперь у нас остался платочек. А то я это без фартука хотела ее оставить. Здесь тоже интересный момент. Головной убор. Вот я вам даю синтепон ижемский. Он немножечко вот с таким вот, как бы, здесь вот такое утолщение идет. Да.
Мы его сейчас тоже повторим в нашем. Вкладываем в платочек и чуть-чуть заворачиваем. Если много получилось, мы уберем. Опять же, чтобы форму придать голове. Вот, видите? Вот. Можно еще сзади добавить для объема немножко, если хочется. Сейчас покруглее, чтобы головушка была. Можно было там повойник сделать. Это такой тоже головной убор. Нижний одевали, да, женщины. Прятали свои косы, волосы. Очень хорошо, замечательно. Так, крепко собираем, расправляем. Вот. Замечательно у вас получилось. Тут я, конечно, такие яркие цвета подобрала. Но я думаю, чем наряднее, тем лучше. Берем ниточку. Это будет праздничный костюм, да, желательно под цвет ткани. Можно завязать на узел. Но здесь кукла довольно маленькая и будет очень грубый толстый узел. Поэтому есть такой способ, тоже в народной кукле применяют мастера, когда под цвет ткани подбирают ниточку и перевязывают, чтобы узел сзади не вязать. Желательно его, конечно, нитку, но у нас тут чуть-чуть отличается. А сзади она просто собирается. Да, равномерно распределить в конце. Так, и сзади узелочек завязываем. Так, нитка у нас такая рвется, поэтому аккуратненько. Иногда попадется нитка, которую не оторвешь, только режешь, а иногда наоборот. Ну, в нашем случае это даже хорошо. Так, наверное, такая побольше, поближе будет. Угу. Так. Теперь расправим красиво. Чуть-чуть уйдем назад. А вот куклы, костюмы разных районов, они отличались между собой? Конечно. Ну, так же, как и костюм. А техника изготовления, она подобна была чем-то или она все-таки отличается? Техника изготовления чего? Техника изготовления куклы. Ну, в принципе, вполне возможно, что какие-то нюансы в каждом районе по-разному было. Даже невозможно, а так и было. И костюмы разные, и по-разному немножечко шили, но какие-то общие, все равно общие конструкции, они везде были. Так, и вот так завязываем, да? Сзади. Да, ниточку чуть-чуть оторвать можно. Все, вот я завязала. Мне еще нравится вот этот способ перевязывания. Вот чтобы вот эти кончики длинные были, да. Вот. Такое ощущение, что это вроде и платок, это и руки, да. Ну, так кажется визуально, да, руки. И в то же время в ежемском костюме у них длинные такие кончики свисают. И мы повторили, да, как-то попытались это отобразить. Вот такая у нас получилась кукла-ежемка. Очень такая она интересная, архаичная, без рук, но тем не менее все понятно. И вот она готова, да, уже? Да, да. Такая кукла. Вот. Она стоит у вас, попробуйте. Вот чем толще, бывает, что тоненькая деревяшечка, можно тканью намотать, увеличить толщину. И она будет лучше стоять. Да, чтобы она лучше стояла. Вот да. Получились у нас вот такие замечательные куколки. Мы старались. Надеемся, у вас тоже получится. Спасибо большое за мастер-класс, Ольга Павловна. Скажите, вот, а если вас захотят пригласить наши зрители провести мастер-класс у себя, куда можно им обратиться? Ну, вообще меня можно найти в интернете.
ВКонтакте у нас есть группа «Союз мастеров» РК. Набирайте, ищите, находите. Там мы все есть, все мастера. Потом можно найти, тоже есть страничка Республиканский дом творчества. Тоже забивайте. Можно найти и можно пригласить. через него, потому что как раз вот там я и работаю, в Республиканском доме творчества. Спасибо всем за внимание. Спасибо за встречу. Было очень интересно. И надеемся, что нашим зрителям тоже очень понравилось. И